В 21 веке самым популярным явлением является криптовалюта, блокчейн, инновационные проекты. Мы часто слышим, что можно инвестировать в криптовалюту, разные коины появляются в Кыргызстане, но никто не понимает, как вообще выбирать эти коины, биткоины, этериум, криптовалюту. Сегодня мы с вами познакомимся с Neo Capital, с их основателем Санжаром, который поделится опытом того, на что обращать внимание при инвестициях в криптовалюту и в блокчейн. Что такое блокчейн, крипта, с чем это едят в Кыргызстане и в мире? Вопросы на самом деле очень сложные для большинства людей. Да. Наверное, да, вот так. И если мы будем разбирать все по отдельности, то в первую очередь нам нужно понять, что эта история берется очень-очень давно, с того момента, как появились деньги, и появилась какая-то ценность всему этому, да. И для того, чтобы нам понять сейчас, зачем это нужно, это можно, давайте возьмем так, что это просто эволюция чего-то, эволюция денег, да. Давайте так возьмем для начала. Окей. Блокчейн, эволюция денег. Да, система, которая как-то эволюционирует. Не будем говорить, что это революция, будем говорить, что это какая-то эволюция. Окей, хорошо. Так, это первое. Второе, чтобы нам дальше продвинуться, нужно поставить такие, скажем так, кавычки, да. Первое, блокчейн не равно биткоин. Биткоин не равно, скажем так, та инстанция, которая самая там правильная, или, то есть, потому что очень много есть мнений, что это, кто-то считает, что это плохо, кто-то считает хорошо, и давайте мы сейчас уберем биткоин с наших радаров, да, и поговорим о том, что такое блокчейн и что он решает, да. И не будем там прям терминами дословно, ты же вот программист, ты, то есть, что это, там, HTML, это вот это. Хорошо. Давай возьмем о том, что вот для большинства, да, что это такое, по сути, для чего вообще блокчейн создавался и для чего он нужен, то есть это метод шифрования, да, какой-то. И, по сути, он решает несколько задач. Первое, это если мы хотим отправить, там, давай возьмем деньги, да, если мы хотим отправить энное количество денег, скажем, $100 из Кыргызстана в Америку, чтобы нам это сделать, нужна какая-то система, да, то есть какой-то там виза, или это там какие-то переводы, да. Да, и то есть мы тут мы, грубо говоря, доверяем там третьему звену между нами, скажем, да. И вот на этом моменте, когда ты отправляешь какую-то ценность, это занимает какое-то определенное количество времени, и это займет там какую-то комиссию с той стороны, да. И по сути блокчейн хочет решить вот эту проблему с посредника, то есть он хочет убрать посредника между нами, что и там считается так, что зачем нам построить посредник, если технологии уже прошли далеко вперед. Я, кстати, слышала, что блокчейн вообще придумали как раз с главной целью того, что государство и банки контролируют все передвижение денег, логистику, информацию, транзакции. И по факту блокчейн дает альтернативную вселенную, экосистему, логистическую движение денег без управления или без надзора, скажем так, государства, вот, всемирных банков и банковской экосистемы, правильно? Да, грубо говоря, да, правильно. Суть в том, чтобы убрать посредника. Да. То есть это может быть государство, это может быть какая-то там компания или что-то. То есть во всем этом, чтобы это было peer-to-peer. Логика в этом. Убрать посредника и снизить стоимость вот этой транзакции, чтобы третья сторона не ставила процент, который он хочет, то есть комиссию, которую он хочет, чтобы это была, грубо говоря, минимальная комиссия за это. Вот гипотетически сейчас нас кто-то смотрит и такой думает, я тоже хочу инвестировать в криптовалюту в Кыргызстане.
они ничего не знают, они изучили интернет, они могут прийти в вашу компанию или, может, в какие-то другие компании, либо, может, сразу в Binance зарегистрироваться и сами купить. То есть как вот этот механизм работает? Чтобы вот не просто сказать, идите в Google и гуглите, а вот чтобы это были такие конкретные шаги. Они могут прийти к вам, к тебе, в Binance, и, может, еще в какие-то компании, чтобы вот был такой пошаговый туториал. Да, они могут к нам прийти, как минимум задать эти вопросы, которые ты сейчас все перечислила. Мы проконсультируем, но тут опять давай вот массы, то есть это не для всех в первую очередь. И всем, не всем это не всегда нужно. Давай вот с этого. То есть не всем это нужно, и не все это, по крайней мере, на данный момент поймут. Пока что давай остановим на том, что давайте это изучать, давайте расширить свой вот эти кругозор свой и расширить границы. Давайте просто подумаем о том, что куда это может вообще пойти и почему эта технология нужна. Давай начнем с этого. И подумать о том, что не только можно в это инвестировать, а можно какие-то проекты на этом делать. То есть мы все-таки же про стартап. Да. То есть можно просто взять для твоих людей, которые это смотрят, все-таки это стартаперы, которые думают, а чем можно заняться, и какое что-то можно развивать в этой нашей стране, да? И вот ключевой момент нашего интервью, я считаю, что про то, что есть новая технология, которую можно расширять, использовать. И давайте подумаем, как теперь, если мы считаем, что блокчейн это некий момент, который можно дальше развивать, куда это может влиться, как ее там использовать, и как можно какой-либо стартап на этом выстроить. То есть, давайте какой больше. бы ты сделал? Ой, мы опять-таки, мы очень много разговаривали насчет этой темы. То есть опять вопрос доверия. И по сути я бы хотел решить вот этот момент, что не только доверять нашим, скажем так, органам, но и перепроверять эти моменты, да. Представим, что давай вот так, представим первый момент, да, куда можно это применить. Это можно применить в земле. Скажем, мы взяли какой-то некий там участок большой, да, скажем, и его поделили. И давайте теперь начнем там это применять. Запишем, что вот первый блок, все это принадлежит государству. Далее это государство решило, грубо говоря, раздать. И раздают всем. Записали всю эту транзакцию. И теперь, когда мы создали, грубо говоря, первый блок с записью, и мы считаем, что это истина первой инстанции, далее любая запись, которая там будет происходить, она будет записана. Да. И дальше третий человек не может подделать это и сказать, а оказывается, я вот в каком-то году купил это, там, вот теперь вот мой документ. Когда мы хотели создать некую компанию, некий стартап, идея заражала в том, чтобы собрать кучу людей, как экспертов как той или иной категории, которые могут правдиво и ясно рассказать про все, что нас интересует, да, по сути. Я знаю что-то про это, другой человек знает про что-то другое. Мы просто собираемся и разговариваем. И дальше это переросло в то, что очень много людей собирается, и, грубо говоря, мы начали просто обучать этому. И дальше это переросло в то, что мы там обучаем финансовым активам, аналитике финансовых активов, каким-то способом хранения той или иной ценности. И дальше это все растет. Пока что мы стартап, который на базе вот этой всей истории блокчейна, технологий биткоина что-то дальше строит. Вот, грубо говоря, вот это. Понятное дело, что это кажется очевидным, что любую информацию нужно заходить, гуглить, искать информацию, покупать консультацию, искать экспертов, специалистов. Но если вот все-таки спуститься на такой супербазовый уровень, вот эти три вещи можно инвестировать, покупать, потому что, я для себя, например, знаю, что это блокчейн, Ethereum и там, например, еще какой-то третий. А вот все, что создано в Кыргызстане, какие-то непонятные коины, непонятные вообще там типа финансовые пирамиды, что это точно неправильно, потому что они не основаны ни на каких технологиях. И вот, скорее всего, каждому человеку, который сейчас нас смотрит, будет интересно узнать, вот что точно
определяет критерий, вот эта афера, вот это неправильно, вот это, скорее всего, тебя пытаются обмануть, а вот это, скорее всего, можно изучить и исправить, поправить? Я инвестировал, да, первое. То есть брать меня как пример будет чуть сложно. Что бы я посоветовал? Первое, давайте прям пошагово, да, тогда открываем CoinMarketCap. Есть такой сайт. CoinMarketCap. Да, где есть все, по сути, все монеты, которые как-то существуют там где-то на бирже, либо есть в каких-то децентрализованных биржах, неважно. То есть есть, грубо говоря, список всех монет, которые есть на данный момент. Далее, первое там, что есть? Биткоин. Далее вы открываете, тыкаете на это, изучаете про это. Я бы инвестировал в биткоин при любых обстоятельствах. Далее, второе, это эфириум. По капитализации этим способом, на втором месте эфириум. Опять-таки, почему мне эфириум интересен? Потому что он там ввел смарт-контракт. Да. Дальше я инвестирую в то, во что мне интересно. То есть, если мне интересна игровые какая-то индустрия, я инвестирую в этот, грубо говоря, в их коин. По сути, это своего рода их, скажем так, акция. По сути, это вот эквивалент, по моему мнению, это эквивалент акции, да, какой-то. Дальше, если я инвестирую в это, просто потому что я это верю и считаю, что именно вот это решение может дальше привести к чему-то большему, соответственно, вырастет цена. Это вот, если смотреть фундаментально. Есть второй момент. Я могу, основываясь на каких-то своих анализах, то есть то, что мы по сути, обучаем, да, технический анализ, на базе которого ты можешь зарабатывать. Технически есть вот целая профессия теханализ, да, где ты анализируешь на базе там, прошлого и предсказываешь какую-то либо цену. Есть. И на этой базе я могу покупать либо продавать все, что угодно. То есть это не обязательно криптовалюта, это может быть золото, акции, облигации, неважно. То есть облигации, акции. Там. Вот. Дальше, по моему мнению, во что бы я инвестировал, первое это биткоин, второе эфириум. И это будет в процентном соотношении, эфириум будет там, на 20-25%. Дальше, то есть, скажем, вот есть энное количество денег, 50% я инвестирую в биткоин, 25% я инвестирую в эфириум, а дальше все, что мне интересно. Игровая индустрия, я выиграю токен какой-то игры. Остаток 1/4? Да. А вот с какой суммы бы ты начал? Опять... Ну, такой вот, знаешь, вот минимально, максимально. Все, что вам не жалко потерять. Все, что не жалко потерять. Да. То есть всегда, когда все-таки я начинал, и что я всем советую, ту сумму, которую тебе не жалко потерять, которая не критична для твоей дальшей жизни. Если ты молодой и хочешь, грубо говоря, как-то типа в эту индустрию там, заработать, ты можешь больше инвестировать. Просто потому, что есть у тебя какой-то промежуток и с человеком, который, например, 40 лет. Да. Тебе 20, у тебя есть 20 лет еще в будущем. Да? Как бы поэтому ты можешь больше рисковать. И по сути можно рисковать. Но опять, это если у тебя есть твердое понимание, что такое риск. Ну, у нас в компании около 10 человек. Сейчас в офисе сидят 3 человека. Это Кирилл, он графический дизайнер. Весь визуал, который у нас есть, по сути, там в Инстаграме, на Ютубе, в Дискорде, это вот человек, который это создает. Дальше это Эмир. Он, по сути, занимается консультацией всех, грубо говоря, учеников, людей, которые в эту индустрию хотят влиться и вообще им всем интересно. Далее это Канат, наш бухгалтер, который ведет весь полный учет, грубо говоря, нашей деятельности, то есть оплачиваем налоги, все документы, чтобы в порядке были. Вот. А все остальные люди, они могут работать онлайн, и по сути мы некая онлайн-школа, по сути, да, которая вот занимается обучением и осветлением нашей индустрии. На самом деле, здесь, наверное, будет интересно рассказать еще то, что
я хоть и работаю в IT-сфере последние лет 10, и с технологией блокчейн как таковой знакома давно, потому что мы еще с 2017 года делали проекты на смарт-контрактах для Америки, Европы, но как таковой прям личного интереса у меня никогда не было. Взяла проект, поработала с проектом, сдала проект. И вот когда я прочитала ту статью, которую ты отправил, что в каком-то гипотетическом мире в будущем, когда все эти биткоины будут уже, как это правильно, не найдено, а намайнены, я не знаю, это так правильно склоняет или нет, то даже добыты, если, можно да, уже добыты, и все, больше уже их нельзя будет добыть, как я не знаю, как бриллианты, золото, в конце концов. И тогда каждый держатель даже какой-то части биткоина станет, можно сказать, частичкой какого-то другого общества. И вот это и побудило меня, наверное, ну я очень надеюсь, сейчас мои родители не смотрят этот эфир, тоже инвестировать в криптовалюту, в биткоин и так далее. Почему? Потому что мне тоже захотелось гипотетически в будущем быть частью вот этого клуба. И вот я, наверное, задам главный вопрос, который интересует многих, как минимум, жителей Кыргызстана, которые знакомы с этой технологией, концептом. Как войти? То есть, что нужно делать или не делать, когда ты хочешь инвестировать в криптовалюту, в биткоин, в блокчейн, потому что в последнее время, ну, опять же, мы, наверное, все слышали про эти какие-то коины непонятные, которые появились местные, которые ничем не подкреплены, которые созданы вообще левыми людьми, и даже для меня, для представителя IT-сферы, было очень странно за этим наблюдать, как люди, не имеющие отношения вообще к технологиям как таковым, придумали непонятные финансовые пирамиды, и как будто бы звучит как афера какая-то. И вот людям, которые не разбираются в технологиях, или даже как я, который разбирается в технологиях, но не разбирается по части в криптовалюты, как понять вообще, стоит ли в это входить или нет, на какие моменты обратить внимание, и через, может, какие-то компании, в конце концов, может, ваша компания занимается этим, куда можно обратиться за консультацией. Вот я, среднестатистический житель Кыргызстана, хочу инвестировать в криптовалюту, в биткоин или этериум или еще во что-нибудь. Что мне делать? Куда идти? Кому звонить? Что гуглить? Да, вот смотри, в первую очередь, почему в целом наша компания создалась и какая идея была в начале, да, пути. Мы опять в 2021 году на вот этом бурном росте всего, по сути, да, опять-таки, это постковидная история, напечатали очень много денег, да. Опять-таки, да. на будущее, да. Скажем так. Ну, вот тут еще момент, да, вопрос возникает, как эти деньги напечатали, за счет чего. Давай чуть-чуть отойдем от этого. Да. Теперь человек считает, ну, вот теперь он посмотрел вот это интервью, да, грубо говоря, в котором ты как-то расширяешь границы обзора. Да. То есть у человека вот такой обзор, ты чуть его расширяешь. Дальше просто этот обзор должен расширяться. Он должен дальше банально пойти в Google и там напечатать, что это, почему это, то есть изучать. И когда ты будешь это все изучать, на пути, конечно, будет очень много недостоверной информации, и много-много моментов. Да? По сути, наша задача в первую очередь была, вот, чтобы вот этот кругозор, он расширялся, по сути. Да. И далее мы на этой базе хотим строить какие-то проекты и истории. Да? Да. То есть, в первую очередь, на данный момент мы занимаемся образованием, и дальше каждый участник нашей команды занимается своей деятельностью, будь то трейдинг, там, разного рода проекты, там, DCA, то, что мы тебе делаем, да, например. Вот. И далее, какое применение это все, во что это выльется, пока что мы не знаем. Но как начать в это вливаться? Первое – это изучать. Второе – искать достоверную информацию. Третье – начать все-таки с биткоина. То есть многие думают, что вот, то есть не должно быть история про то, что я хочу очень-очень много заработать, и поэтому куплю какую-то монету, которая потом там вырастет. Но это же у нас у всех так. Это же новый тренд вообще в мире, да и в Кыргызстане у молодежи, что я хочу все быстро, сейчас такой instant.
У нас же вот, и вот все хотят сразу какой-то быстрый 3 способа разбогатеть, 10 способов стать успешным, я не знаю, Вот 5 это способов инвестировать и сразу стать миллионером. То есть, получается, для тех, кто смотрит, вообще вот сейчас этот эфир и задаются, как инвестировать в блокчейн, в криптовалюту, если они нашли информацию, что вот вложи вот это и сразу стань там типа богачом, это значит неправда. Точно, да. Вот расскажи, какие риски есть, на что обратить внимание. Могу вот так еще рассказать. То есть, в первую очередь, когда я начинал изучать, инвестировал в биткоин, просто потому что для меня это логично, я в это верю, и далее в эту индустрию я хочу идти и в этой индустрии что-то развивать. По профессии я вообще инженер пищевой промышленности, да? Но когда я в 2017 году начал это, грубо говоря, это изучать, вот сама технология меня очень сильно заинтересовала, и дальше мой большой интерес пошел в это. Про финансовый рынок, про вообще про эволюцию денег, про эту технологию, и на базе этой технологии я хотел что-то строить. И это как бы выливается в какое-то предпринимательство, в какой-то там некий стартап, да. Вот. То есть, по сути, если говорить, кто я, это я предприниматель. Я хочу что-то предпринимать и в нашей стране что-то строить. Слово вообще стартап, короче, это про то, что ты что-то предпринимаешь, что-то созидаешь. И тот момент, когда мы ничего не будем созидать, наверное, в тот момент это не будет называться стартапом. Блокчейн появился в 80-х годах 20 века, и технологии блокчейна известны еще с прошлого века. Но популярность эта технология обрела только в 21 веке, именно благодаря криптовалюте и идее Сатоши Накамото, который предложил внедрить именно технологию денег без контроля и управления странами и большими банками. Сегодня мы с вами узнали, в какие технологии криптовалюты стоит инвестировать. Это чаще всего именно биткоин и этериум, и какие-то различные интересные проекты, технологичные проекты, которые могут вам интересны. Ну и самое главное, мы узнали, что уже в Кыргызстане есть компании, которые занимаются блокчейн, технологией, криптовалютой, что уже можно купить даже какие-то вещи, как футболка и различные вещи, используя вашу криптовалюту. Мы в следующих сериях будем с вами обсуждать не только инновационные технологичные проекты, но и познакомимся с еще больше компаниями, которые уже сегодня в Кыргызстане занимаются инновационными проектами на глобальный рынок.